Всем доброе утро! Вы смотрите «Утро Якутии». Телеканал «Якутия-24» и НВК «Саха». Катерина Винокурова, Павел Танин. Встречаем вместе с вами этот четверг. Четверг, 19 мая. А уже вот 19 так, и уже май-то почти пролетел. А буквально еще как будто вчера мы его только начинали. Да, вчера только 1 мая было. Да, и мы сидели, тоже говорили, вот мы открываем месяц, уже 19-е, куда летит время, скоро непонятно. будем июнь открывать. А знаешь, почему время летит? Потому что там каждое утро мы вместе с тобой и наши коллеги посменно мы рассказываем много интересного, много прекрасного, веселого, заряжаем вас, дорогие телезрители, на бодрый, интересный, хороший день. И сегодняшний день не исключение, мы также подготовили много полезной информации. Да, так мы узнаем у нашего гостя сегодня, почему выставка «Сокровищница России» вызвала такой ажиотаж в Якутске. Во второй половине эфира ждем в студии талантливого Ивана Стара, участника известных песенных телевизионных шоу, таких как «Голос дети», «Синяя птица», а также руководителя федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М» Евгению Миллер. Да, вспомним также общественный транспорт советских годов, автобус «Ляс», в народе называемый «Сараем». Вообще побываем в нем, вспомним, что это такое, и узнаем, помимо этого, о профессии оператора телевидения, познакомимся, кроме этого, с кинопремьерами этой недели. Ну и не забывайте про средства нашей обратной связи. Пишите нам в наш телеграм-канал «Утро Якутии» слитно. Можете наблюдать, следить за всеми анонсами, кого-то поздравить или задать интересующий вас вопрос. Да, мы обязательно этот вопрос прочитаем. Или можете даже дать свои предложения, что бы вы хотели в эфире увидеть, может быть, какую-то интересную тему, чтобы мы обсудили с нашим гостем, или показали сюжет про это. Помимо этого, для обратной связи можете пользоваться номером телефона 8 914 273 4488. СМСки, мессенджеры присылайте все то же самое, что и в Телеграм можете прислать. И, конечно, мы тоже на это посмотрим и по возможности обязательно прочтем в эфире. Ну а теперь по традиции знакомимся с погодой, которая ожидает нас сегодня. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 3-5 градусов тепла. В Заречной группе 1,5 со знаком плюс, в южных 1,3 градуса тепла. В Вилюйской группе плюс 6-10, в Нижнеленских 0 плюс 6, в западных 3-11 градусов тепла, в Колыма-Индигирской группе от минус 4 до плюс 12, в Янских минус 1 плюс 2, на северо-западе минус 8 плюс 3 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 7 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой кратковременный дождь, ветер восточный до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. Ну, в Якутске сегодня с утра, на самом деле, солнышко светило, но, судя по тому, что все-таки прогнозируют кратковременный дождь, вероятно, будет облачно. Да, скорее всего. А за красивыми облаками я, к примеру, очень люблю наблюдать. Да. Ну, а тем временем на днях, вот если говорить про облака, в Архангельской области обнаружили очень крупный алмаз по форме, напоминающий облако. Разные вообще алмазы в природе находят в мире, а вот в виде облака, говорят, нашли впервые. И все подробности этой интересной находки знает наша коллега Татьяна Тестова. Необычный алмаз добыли на Ломоносовском месторождении в Архангельской области. Крупный камень в виде облака – это сросток из множества мелких алмазов различной формы. В этом его уникальность. Масса камня 92,34 карата, сообщает пресс-служба Севералмаза. До сих пор специалисты горно-обогатительного комбината не только не видели таких алмазов, но даже не встречали их описаний в научной литературе. По их мнению, уникальный кристалл нужно отправить не на продажу, а в музей. По весу найденный алмаз занимает второе место среди добытых на этом месторождении. Самым крупным остается кристалл массой 106,6 карата. Возможно, этот алмаз в скором времени пополнит фонды Гохрана России. Ну, так ли это? И вообще, о завершившейся буквально вчера выставке в Якутске она проходила «Сокровищница России». Мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Да, это Светлана
Корчевская, координатор выставки Гохрана России. Светлана Александровна, доброе утро. Доброе утро, Павел. Доброе утро, Катерина. Да, говорят, в Якутске выставка пользовалась очень большим спросом, популярностью. Вот ожидали ли вообще такого интереса, какой проявляли интерес, ну вообще проявляли, да, интерес якутяне к выставке? Много ли посетителей было? А мы ожидали такой интерес, мы ожидали большой интерес. И это понятно, потому что мы экспозицию готовили, нацеленную на юбилейную дату столетия образования Якутской ССР, поэтому большинство связано экспонатов с этой датой. А во-вторых, в экспозиции представлено ювелирное искусство, а это всегда предмет интереса, да? Красивые вещи, исполнены выдающимися мастерами, в том числе и 19-го, начала 20 века, нашими современниками. Поэтому мы ожидали такой интерес. Но мы не ожидали масштаб этого интереса. Поэтому за 3 недели посетило 8 тысяч человек, но интерес не снижался, поэтому мы вынуждены были принимать оперативно-управленческие решения по продлению времени работы ежедневной, да, и привлечению дополнительных экскурсоводов. И если вот в первые дни, сопоставляя, да, это было порядка где-то 150-160 человек, то мы наращивали возможность посещения, и во второй, вернее, половину нашей выставки это было порядка около 600 посетителей в день. Какие чаще всего вопросы, может быть, задавались экскурсоводам от посетителей выставки? Вопросы всегда связаны с интересом. Какой больше интерес в экспозиции? Безусловно, центральным экспонатом это были реплики императорских регалий. Это большая императорская корона. Интерес к ней велик. Это 11 314 высококачественных бриллиантов. В них вплетены 74 крупные жемчужины. Все это венчано 76 каратником турмалина, поэтому все блестит, все красиво. Сверкает. И вопросы сразу, да, это якутские, это настоящее. Безусловно, интерес вызывают и самородки, найденные на территории Якутии, потому что они очень интересные фантазийные формы, идут вопросы по цвету, по размеру. Интерес вызван, и об этом говорят наши экскурсоводы Алмазного фонда, брошки-трансформеры, в которых находится пружина, позволяющая из броши сделать кулоны, и функциональный, да, увеличивается. И, безусловно, интерес к голограммам. Поэтому фактически я вам все разделы выставки перечислила. То есть интерес он к каждому экспонату. Ну, вот мы сейчас показывали новость о том, что нашли в форме облака, да, в Архангельской области алмаз. Есть ли шансы этого алмаза попасть, собственно, в коллекцию Гохрана? И вообще все ли уникальные алмазы попадают в эту коллекцию? Хороший вопрос. Источники пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней они определены, безусловно, законодательством. И основной источник – это наше право, как Гохрана, осуществлять у субъектов рынка закупку драгоценных камней, драгоценных металлов у индивидуальных предпринимателей, у физических лиц, и в том числе и по золотодобыче, если мы говорим о самородках. И кроме того, вот, и пользуясь случаем вашего канала, да, это, безусловно, наши дарители, наши меценаты. И, к слову, сейчас продолжается выставка у нас на Красной площади «Ювелирное искусство России. Рукотворная связь времен». Она по просьбе директора музея Алексея Константиновича Левыкина продлена до 4 июля. И там расположена витрина, которая демонстрирует эти дары. Татьяна Александровна, вот вы сказали, Светлана Александровна, сказали, что у якутян часто возникал вопрос, а якутские ли это алмазы, да? А каков вот вообще примерно, если процент якутских алмазов, вот, бриллиантов выставлен был? Катя, отличный вопрос. Если мы с вами исключим вот этот раздел 19-го, начала 20 века, то все остальное, любой экспонат так или иначе связан с историей. Потому что если мы говорим о алмазе, то это 15 алмазов, в том числе 4 именных. Это вот Максима Амосова, Платона Ионского, да, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Егора Кычкина. Безусловно,
Это очень интересно. Также и самородки найдены. Если мы говорим, опять возвращаясь к нашей бесценному экспонату «Большая императорская корона», 11 352 бриллианта, они тоже якутские. Экспериментальные изделия невероятной красоты экспериментальной лаборатории Гухрана России, да, опять якутский бриллиант. Везде мы соприкасаемся в этом вопросе. Но вот хотелось бы поговорить немного о голографических экспонатах. Есть ли какая-то вот вероятность в будущем, вообще, ну, может быть, не в ближайшие 2-3 года, там, в ближайшей перспективе 2 десятков лет, что голографические экспонаты заменят настоящие физические? Или все-таки это невозможно? Век информационных технологий с такой скоростью меняющийся, все возможно. Но когда мы с вами, например, говорим, когда мы смотрим с вами по телевидению репортажи из картинной галереи, или мы смотрим спектакли, это нас не останавливает, чтобы мы шли воочию это смотрели, да, потому что любой спектакль, картина, и если мы говорим о ювелирном искусстве, об экспонатах, у них есть душа, поэтому это никогда не остановит нас, да, чтобы смотреть воочию и чувствовать свое индивидуальное восприятие, да, вот этих шедевров. Поэтому будущее, как у любого другого, мы не видим, что будет замена. Другое дело, что когда мы говорим о голограммах, которые в нашей экспозиции, над которыми мы работаем, о путешествующих голограммах, как мы их называем, да, это очень хорошо, потому что у нас экспонаты представлены именно те, которые находятся в алмазном фонде и которые по законодательству не имеют права покидать стен Кремля, да, в силу их уникальности и международных стандартов. Поэтому вот возможность голограмм путешествовать и показывать, а что же находится в алмазном фонде, в том числе и в Якутске, да, это, конечно, очень перспективно и нужно это делать. Насколько мы знаем, вот подобная выездная выставка проводилась всего 2-й раз. Вот насколько это трудоемкий и затратный процесс, да, и планируете ли впредь поддерживать или повторять в других регионах? В других регионах и в нашей республике? Это очень большой, сложный подготовительный процесс. Вот если мы с вами конкретно говорим про якутскую выставку, она заняла 15 месяцев. Потому что было необходимо предусмотреть все и обеспечить все этапы. Это страхование ценностей, это транспортировку ценностей, это обеспечение условий безопасности и сохранности. И все эти этапы очень жестко регламентируются законодательством. Поэтому в течение 15 месяцев мы готовили, мы выезжали и в рабочем порядке в Якутию готовили, больше года, чтобы получается. было принято решение правительства. Но выставка, наши результаты показали, что это нужно делать. Светлана Александровна, спасибо вам большое. С таким наплывом, да, посетителей, я думаю. Да, справились. Да, мы будем ждать снова с нетерпением. Спасибо вам за приглашение. Спасибо за приезд. Ну а прямо сейчас небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим. Доброе утро, вы смотрите новости. По прогнозам, ледоход на реке Лени в районе Якутска ожидается 20-22 мая. В это время переправу по маршруту Якутск-Нижний Бестях будут осуществлять суда на воздушной подушке. В период активного ледохода к переправе присоединятся аэроботы из-за малого количества судов и уменьшения загрузки судов на воздушных подушках. Также в период активного ледохода будут задействованы вертолеты авиакомпании «Полярные авиалинии». Сразу после прохождения ледохода в навигацию выйдут паромы и скоростные суда. Первый рейс паромов намечен на 25 мая. В период интенсивного ледохода у нас действительно будут ограничения по провозной возможности, поскольку будет пересадка судами и аэроботами. Них столько у нас на данной переправе у нас 7-6 единиц всего лишь, поэтому будет и загрузка на суда на воздушной подушке уменьшится, поскольку надо будет проходить через ледовые эти торосы там, и так далее, поэтому усложнения возникнут и, соответственно, будет повышение тарифов определенно до 3000, как обычно происходит в это время.
Учим, знаем. Заботливая школа. Межрегиональная конференция под таким названием, которая в эти дни проходит в Якутске, собрала экспертов в сфере образования. Обсуждается главная тема – организация обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому. Региональная площадка госпитальной школы – это огромная команда, объединившая педагогов, психологов и логопедов Национального центра медицины, школы номер 35 и других. Цель этой большой работы – адаптировать ребенка с длительным заболеванием к учебе и общению со сверстниками как во время лечения, так и после него. Но очень важно, что эта школа создает события каждого дня, которые и есть самая настоящая жизнь для этих детей. Тяжело больные дети, они мигрируют по стационарам, они приезжают в федеральный стационар на лечение, там, где работает флагманская площадка. Потом возвращаются домой, продолжают лечение либо на дому, посещая медицинские учреждения, либо опять находятся на стационарном лечении. И для нас очень важно, чтобы где бы они ни находились, вот эта единая среда заботливой школы, как мы ее называем, была создана во всех регионах. В музее-центре хомусов народов мира в Якутске презентовали серебряный нагрудный знак для победителей 3-го международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира», который в Якутске состоится 16 и 17 июня этого года и будет посвящен столетию образования якутской автономии. Нагрудный знак будет вручен 9 победителям, которые получат высокое звание хомусистов-виртуозов мира. В предстоящем конкурсе планируется участие более 40 исполнителей из регионов России и зарубежных стран. Дизайн нагрудных знаков олицетворяет силу единства. По вообще исполнению данного знака хочется сказать, что она оформлена в качестве, оформлена в качестве нашего солнца, как бы солнечного знака. Есть еще использованы наши традиционные узоры, орнаменты, оформлено дополнительно циркониями. Вообще сам знак изготовлен из серебра. И этот эскиз является вообще уникальным, и таких копий по всему миру есть только у виртуозов хомусистов, ранее получены 18 штук, и сегодня мы изготовили дополнительно 9 штук. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем встречать сегодняшний день, 19 мая, четверг. И день сегодня для многих наших из телезрителей и вообще сограждан знаменательный. Потому что 19 мая 1922 года, я замечу, 100 лет назад была создана пионерская организация. Это массовая коммунистическая организация, объединившая детей всего Советского Союза. Да. Все, кто рос во времена СССР, были пионерами. О массовости этой организации свидетельствуют такие цифры. К 1979 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров, более чем 118 тысячах пионерских дружин. Организация как единая всесоюзная перестала существовать в начале 90-х годов. После распада СССР на ее месте образовалось множество различных детских организаций. Современные дети мало знают, кто такие пионеры, а атрибуты пионерской организации сейчас, конечно, можно увидеть разве что в музее. Добрый день! 19 мая мы празднуем День Всесоюзной пионерской организации. В Нерингуринском музее истории освоения Южной Якутии имени Ивана Ивановича Пьянкова собралось уже немало предметов по истории пионерских организаций. Давайте их рассмотрим поподробнее. Самый главный атрибут пионера – это пионерский галстук и пионерский значок. Как повяжешь галстук, береги его, ведь он с нашим знаменем цвета одного. Знали эти строки все пионеры страны. Что же представлял собой знак? Это шелковый платок треугольный, который означал связь 3 поколений – комсомольцев, коммунистов и пионеров. Следующий специальный атрибут обязательный – это пионерский значок. За свою историю он претерпел много изменений. Окончательный вариант был выработан только в 1962 году. Это профильное изображение вождя советского пролетариата Владимира Ильича Ленина, пятиконечная звезда и такой костер. Да?
Раньше пионерский значок выглядел вот так вот. Посмотрите, пожалуйста. Это развивающееся знамя. Наверху был написан девиз «Будь готов», скрещенный серп и молот. Внизу 5 поленьев, означающие 5 континентов, и разгорающееся пламя из 3 языков, которые означали Третий интернационал. Но случилось так, что кто-то из глав Центрального комитета усмотрел вот в этом значке какие-то проблески нацистской какой-то символики, и поэтому было решено поменять значок. Сейчас мы имеем вот такой вот значок. Также у нас очень интересная форма, посмотрите, пожалуйста. Это школьная форма, которая была выполнена из чистого шерстяного материала. Это парадная форма, форма для девочек, белый галстук, белый воротничок. Тут еще октябрятский значок мы имеем, да. До появления шелковых пионерских значков, пионерских галстуков, галстуки выполнены были из хлопчатобумажной ткани, такого кумачевого цвета, да. Также к пионерской символике относятся, конечно, несомненные горн пионерский. Без флага он у нас в нашем музее сохранился. И именно этот горн созывал всех пионеров к каким-то мероприятиям на важные даты. Да? Также барабан, посмотрите, он у нас без палочек, но тоже атрибут. Кроме этих предметов у нас есть много фотографий, документов именно советского периода. На наш номер пришло поздравление как раз-таки с Днем пионера. Очень-очень большое. В целях экономии времени немножко его подсокращу. Поздравляю с Днем пионерии и 100-летним юбилеем пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Взвейтесь кострами синие ночи. От души желаю всем, чтобы в ваших сердцах всегда горели яркие костры воспоминаний того времени. Живите интересно и весело, как пионеры. Желаю такой же разнообразной, увлекательной, чудесной и славной жизни, как у ребят в красных галстуках. Будьте всегда готовы с распахнутыми объятиями встречать каждый новый день, который вам принесет удачу, радость и успех. С праздником всех нас! 3 красных флажка, подпись Полина. Мы поздравляем всех причастных ко Дню пионерии. Поздравляем. Ну, здорово, наверное, да? Да, мы с тобой, Харик, к К сожалению, не попали под это время. Не успели немножко. Надо было чуть-чуть пораньше родиться. Но помимо Дня пионерии сегодня можно и другие даты отметить. И вот какие именно, узнаем из следующего сюжета. 19 мая – день рождения Всесоюзной пионерской организации. Она официально появилась 19 мая 1922 года, а в 1991 году перестала существовать. Сегодня день рождения кубика Рубика. Идея создания головоломки возникла у венгерского архитектора Эрна Рубика в 1974 году. Ему самому понадобилось 30 дней, чтобы справиться с игрушкой. В мире известно 43 квинтиллиона возможных комбинаций кубика. 19 мая – день подразделений служебно-боевой подготовки МВД России. По народному календарю, если сегодня птицы весело щебечут, в ближайшие дни будет хорошая погода. Туман на рассвете означает, что осадков не будет. 19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В 1802 году в этот день учредили высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. 19 мая 1910 года Земля прошла через хвост кометы Галлея. Она обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет. Галлея – единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. 19 мая 1881 года родился Мустафа Кемаль, основатель и первый президент Турецкой республики, политик и военачальник. В 1890 году в этот день родился Хо Чи Мин, вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама. 19 мая 1946 года родился Микеле Плачидо, итальянский актер и кинорежиссер. В 1977 году 19 мая родилась Наталья Орейро, уругвайская актриса и певица. Именины в этот день празднуют Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов и Марфа.
Памятные даты в календаре напоминают нам не только какие-то страницы истории, но и какие-то события, связанные с личными воспоминаниями. Недавно в Якутске стали курсировать новые автобусы, закупленные к столетию образования ЯССР. Кто-то из вас помнит, наверное, старые автобусы ЛиАЗ, и сегодня мы решили немного поностальгировать и вспомнить этот надежный, вместительный вид общественного транспорта. Оказывается, история у них началась аж в 1968 году, когда в Якутск доставили первый опытный образец ЛиАЗа 677А северной модификации. На городских и пригородных маршрутах ездили эти автобусы больше 40 лет, и только в 2010 году мэрия запретила их эксплуатацию. Наш коллега Руслан Ачиров на днях побывал в ЕПАП, где увидел ставший уже раритетным автобус ЛиАЗ. Недавно в гараже МУП ЕПАП я увидел старый добрый автобус ЛиАЗ. Я не удержался и решил окунуться в ностальгию. Обратите внимание, посмотрите на эту красоту. Это, я не знаю, самое ностальгическое, что может быть вообще для любого жителя города Якутска. Это ЛиАЗ, автобус. Вообще надо сказать, что именно когда меня возили в детский сад, он был в Речпорту, я садился на этот автобус и любил сидеть вот здесь, вот на этом кресле. И всегда было интересно, как ведет, работает водитель. То есть я где-то вот такого роста, наверное, был, смотрел вперед, и вот эти вечерние ночные лампы, вот так вот они, когда освещение выходили, так прям красиво. Я следил за работой водителя, мне вот очень нравилось именно сидеть вот на этом месте. Так, мы попросили Алексея Семеновича занять место на водительском сидении. Алексей Семенович, с какого года вы водили вот именно вот такую модель автобуса? Да, 89-го года. С 89-го года? Да, я 20 лет отработал на таких машинах, на сарае вот как раз работал. Вообще для тех лет это был такой прогрессивный, да? Да, самый хороший автобус, этот был. Все только такие автобусы раньше работали. По городу, на пригороде, везде такие автобусы работали. Грузоподъемность такого автобуса тоже удивляет, скорее всего, потому что полный автобус людей даже, без проблем, да, он тянет? Да, или все-таки... Да, без проблем. Мы иногда считали же, всегда полный мы ездили. В те времена вообще полные всегда ездили. Там посчитали, 100 с лишним человек ходит. На этом сарае, как говорится. А потом уже, конечно, более в студенческие годы, да, школа. Особенно, когда мы ездили на картошку, вот на таких автобусах, мы любили стоять вот здесь с ребятами и на кочках подпрыгивали чуть ли не до потолка. То есть вот расстояние до задних колес достаточно большое, и тут получается такой подкидывает. Да, подкидывает. Так бывает, ага. А еще вот здесь вот было такое место, вот тут сейчас нет этой вертикальной поперечной, но когда забегаешь, обычно сразу сюда, и все стоишь, полный автобус, а ты в такой... Как раз в уголочке здесь перегородка была, как раз поручень стоит, и вот туда. А здесь вот касса стояла. На этих болтах касса стояла. 6 копеек, когда оплачивали, вот этот касса, как они заходят и закручивали, там нет ничего. Точно. А вот это у меня почему-то, я помню, компостеры еще были такие. Да. Все наверху, вот здесь болты стоят, вот на этом закрепленная была. Люди здесь вообще полный автобус едешь, и они друг друга даже передают деньги, и сдачу друг другу отдают. Если больше они отдают 10 копеек, 4 копейки, отсюда кто стоит, он оттуда мелочи передает так. Смотрите, вот почему. Потому что было написано «Совесть пассажира – лучший контролер, безопасный выход». Все здесь прямо как в те времена. Как былые времена. Громкоговоритель. Ничего не поменялось. Но мы остановки сами объявляли там. Сидели на каждой остановке, объявляли. Да, это вам сейчас не этот... Я не знаю, по-моему, они по датчику GPS или как-то они автоматически объявляют остановки. Но сейчас уже автоматически так же объявляют, а раньше всегда водитель. У него микрофон был, он объяснял. Супер, здорово. Еще раз вам большое, огромное спасибо. ЛиАЗ 677 в народе прозванный сараем. В любое время года и в дождь, и в снег перевозил пассажиров на работу и с работы. Думаю, у каждого с этим автобусом связано много теплых воспоминаний. Билетик передай. Вот, давайте. Быстрее. Давайте быстрее. Это не мой автобус. Что? Не мой автобус. Не за что. Ха!
Спасибо Руслану За ностальгический. и ЕПАП за то, что вот мы смогли поностальгировать сегодня. Вот я тоже помню самый задник автобуса, где вот подпрыгивать можно было, качаешься да. тогда. Любимое место. Да, ну вообще, конечно, окунулись в детство очень сильно. Ну, кто-то в детство, кто-то, может быть, в юность. А в любом случае вспомнили. Знаешь, я всегда очень уважительно отношусь к водителям, потому что они действительно столько терпения. Общественного транспорта имеется в виду. Да, конечно, нужно уважать обязательно. Много людей каждый день, не все с хорошим настроением могут быть. Но вообще, конечно же, у каждой профессии есть свои особенности, и нужно уметь их преодолевать и привыкать. А сегодня в рубрике «Моя профессия» мы познакомим вас с нашим оператором. Артем Алексеев его зовут. Он хоть и предпочитает работать всегда за кадром, но сегодня расскажет нам о своей любимой профессии. Меня зовут Алексеев Артем, я работаю телеоператором в НВК «Саха», телеканале «Якутия-24». Свою работу я начинал в 2018 году в городе Мирном, в нашем филиале. Там я отработал 3 года, и тут уже в Якутске 1 год. В эту профессию я попал целенаправленно, увидел вакансию, что требуется оператор, и пришел и прошел краткий курс 3-месячный, то есть стажировку, и уже по сей день работаю телеоператором. В нашем коллективе есть операторы, которые работают уже очень давно, больше 20, даже больше 30 лет. Наши наставники являются для нас очень нашими опытными товарищами, которых мы можем всегда посоветоваться, что-то спросить и узнать какие-то хитрости съемок. И телеоператоры бывают разные. У нас есть студийные операторы, есть полевые, то есть мы, которые работают на выезде, и есть камеры-роботы. Студийные операторы – это те, кто работает в студии, в павильонах, с декорациями, со светом. А мы, то есть я, полевой оператор, то есть я всегда работаю на выезде, могу поехать куда-нибудь далеко в командировку, и у меня всегда разные локации. Мы снимаем новости, различные праздничные мероприятия, правительственные съемки, а также и командировки. Ну, из плюсов эта работа очень интересная. Ты всегда находишься в курсе всех событий, первым узнаешь, и если где-то что-то, не дай бог, там даже случилось, ты всегда там, всегда в гуще событий, и это очень интересно местами. Главный атрибут в нашей работе – это, конечно же, видеокамера. Она где-то весит, именно эта камера весит где-то 7 килограмм, и порой бывает сложно, конечно, его носить там часами, потому что такие съемки тоже иногда бывают, и, соответственно, телеоператор должен быть выносливым и легко переносить всякие стрессовые ситуации. Сегодня мы стараемся работать с современной техникой. Это такие как GoPro, камеры со стабилизаторами и квадрокоптеры, чтобы у нас съемки были более-менее разнообразные, ракурсы интереснее, и чтобы вам, телезрителям, тоже было интереснее смотреть наши материалы. Один из моих таких любимых новых гаджетов – это квадрокоптер. Я стараюсь чаще использовать тоже в своей работе. У меня есть личный квадрокоптер, и в нашей компании тоже они имеются, и мы активно их используем. Сегодня в нашей компании есть даже камеры-роботы, но конечно же, такие камеры никогда не заменят человеческий труд и творческий подход телеоператора. Ну и как мы обещали, у нас сегодня в студии гости. Это Евгения Миллер, руководитель благотворительного проекта МТС «Поколение М», и Иван Стар, хедлайнер проекта «Поколение М». Доброе утро, уважаемые гости. Доброе Всем утро. Доброе утро. Ну, вот, грядет что-то грандиозное, что-то масштабное. Мы говорим сегодня о шоу «Поколение М» Block and Voice. Расскажите вообще, что за шоу, чем оно примечательно, кому будет интересно, кого особенно как ждете в качестве зрителей и посетителей? Музыкальное шоу «Поколение М» Block and Voice. В целом в названии все как раз сказано, что это будет происходить, и кого мы ждем, кого мы встретим на сцене. Это ребята, хедлайнеры проекта «Поколение М», участники различных популярных телешоу, таких как «Голос дети» и других, которые всех знают и видят на экранах наших федеральных каналов. Это ребята, увлеченные вокалом, танцами, блогингом, а есть те, которые увлечены всем и сразу. Они встретятся на одной сцене и покажут в Якутске большое музыкальное шоу в рамках проекта «Поколение М».
Ну, как мы уже сказали, Иван является хедлайнером этого мероприятия, да? Иван, расскажи, как начинался твой путь к успеху? Не будем углубляться далеко в историю, начнем просто так, чуть-чуть издалека. Это была пандемия, и я уже в 3-й раз решил подать заявку на сайт «Поколение М», где меня и заметил мой нынешний продюсер Татьяна Викторовна Аникина. На тот же момент я, получается, и победил в конкурсе «Поколение М», и потом начались грандиозные для меня выступления. Детское Евровидение, «Голос дети». Вот недавно был у Андрея Малахова на шоу, как называется? Прямой В общем, были у Малахова были. Ну, проект М — это проект, ну, точнее, поколение М проект. Он не только творческий такой весь, он еще и благотворительный. Вот расскажите, пожалуйста, в чем благотворительная составляющая этого проекта, как она происходит? Это как раз одно от другого неотделимо. Это и творческий, и благотворительный проект, когда ребята, занимаясь различными видами творчества, у нас в проекте их порядка 15, это не только вокал, блогинг, танцы, это и робототехника, и концертный промоутер, но и фотожурналистика, и многое другое. Ребята смотрят видео от российских звезд, загружают свои работы на сайт, и другие дети, которые не участвуют в проекте, они смотрят работы, лайкают, репостят, делают различные активности в официальных площадках соцсетей, и все эти баллы конвертируются в настоящие деньги по курсу 1 балл равно 1 рубль. В конце каждого сезона компания МТС эти средства направляет на лечение тяжелобольных детей. И дети и подростки Якутии внесли большой огромный вклад на наш счетчик добра. Его можно посмотреть на главной странице нашего сайта поколение.mts.ru, за что мы очень благодарим. Да, и у нас такая складывается уникальная механика, когда дети своим творчеством генерят настоящие средства и помогают своим сверстникам. Ну вот говоря про то, что то есть любой человек, ну как бы любой молодой человек может нести свою творческую лепту вот в это благое дело. Есть ли еще время принять участие в этом конкурсе? Да, конечно, сегодня в «Триумфе», где состоится наше музыкальное шоу, выступят и якутские коллективы. Мы назовем победителей, которые стали лучшими в треке «Дэнс» и «Суперхит». Это вокально-танцевальное направление. Ну а в целом у ребят из всей России, из разных уголков нашей страны есть еще шанс до 31 мая загрузить на сайт поколение.mts.ru свои работы не только в вокале или в танцах, а по разным видам творчества. И летом, совсем скоро, мы узнаем победителей и будем встречать ребят на стажировках у модных дизайнеров, на больших площадках концертных. Иван, скажи, успел ли ты встретиться уже со своими поклонниками в Якутске, и вот чем будешь удивлять их на самом мероприятии? Буквально вчера у нас была фан-встреча, пришло очень много человек, нам было очень приятно, мы сделали фотки, мы поговорили со всеми абсолютно. И, ты раздал автографы? Да, автограф-сессия — это очень важная часть. Удивлять, чем я буду удивлять? Сегодня мы устроим для зрителей грандиозное шоу, учитывая то, что вход абсолютно бесплатный. Я думаю, людям понравится, потому что мы делаем нереальные вещи. Ну, нереальные вещи, наверняка ты кем-то вдохновляешься. Кем считаешь своим кумиром? На кого равняешься, может быть, из современных Я считаю, звезд? что равняться надо только на себя. Но вот помимо Ивана, кого еще сегодня на сцене увидят зрители? Да, кого ждать? Ребят, расскажи про своих коллег, с кем ты сегодня выступаешь. Группа «Немодная», Трио Стар, где я состою, получается, я, Алекс Дэнс и Никита Пазл. Сегодня будет еще Нести и Марьяна Титова, да, и Маруся из дуэта «Мами мои». Все ребята участники популярных телешоу, блогеры, вокалисты, танцоры. Ну вот вчера сказали, была фан-встреча, автограф-сессия, да? Как вообще вас встретил Якутск в целом? Может быть, успели куда-то сходить, посмотреть, что-то уже увидеть? Удивило? Тем более, насколько знаем, впервые и оба. Мы сами впервые, но поколение М в Якутске в 2017 году уже собирало «Триумф», вот, поэтому этот город мы уже заочно очень любили, и на самом деле очень теплый прием, приятная была творческая встреча, очень комфортная, уютная, поэтому мы ждем
такой настоящий теплый стадион с аплодисментами, с улыбками. Ну а помимо вот именно рабочего направления, вот так с точки зрения просто вот впервые прибыли в город, да, какой-то, что-то уже там для себя отметили? Личные ощущения, да? Не холодно, хотя, казалось бы, да. Вот, очень удивляют ваши архитектура и строение возвышенности над землей. Вот, вчера обсуждали, что Якутия одна из самых больших регионов, вернее, самый большой в России. В общем, много говорим об этом, очень интересно, и хотелось бы, конечно, посмотреть и чуть больше времени здесь провести. Что-то попробовали из кухни, чем вас кормили, Пока чем что завтракали? не успели такого попробовать, что-то особенного. Предстоит, но нам уже всячески рекламировали вашу Предвкушение, знаменитую да? якутскую кухню. Я думаю, Да, после Ир. выступления что-нибудь закажем. Индигирку. Главное, кушайте индигирку и не ошибетесь. Ну и давайте напомним, когда состоится мероприятие, кого ждать, где можно посмотреть Мы шоу. приглашаем абсолютно всех, да, и детей, и родителей, вообще творческих, увлеченных ребят. Ждем сегодня в «Триумфе» 18:00. Концерт совершенно бесплатный. Приходите, будем рады встрече. Здорово. Иван, ну и не можем тебя отпустить, если... Без песни? Да, без песни. Спой что-нибудь. Свое любимое, может быть, из репертуара. Распоемся. Да, распоемся немного. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Здорово. Здорово. Талантливый человек может спеть и с утра, да? С самого раннего. Причем, ну что ж, спасибо Евгения, вам. Иван, да. спасибо большое за участие. Спасибо вам. Надеемся, все пройдет просто триумфально в «Триумфе». Да. И отличного пребывания в нашей республике. Ждем вас снова в нашей студии и в республике. Ну а далее мы прервемся ненадолго. Передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Вы смотрите новости. Доброе утро. Выплату в 30 тысяч рублей смогут получить семьи республики за счет средств целевого капитала «Дети столетия». Указ подписал глава Якутии Сан Николаев. Заявление о предоставлении выплаты можно подать до 1 марта следующего года в Управление соцзащиты, МФЦ или портал Е-Якутия. Отмечается, что это можно сделать сразу после получения решения о предоставлении целевого капитала. В целом 140 семей в республике уже распорядились капиталом. Из них 98 направили средства на улучшение жилищных условий, 40 на приобретение автомобиля. В Якутске стартовала сессия по вопросам разработки стратегии и реализации общественных проектов на территории республики. Участие в мероприятии приняли около 50 представителей общественных организаций и органов местного самоуправления. Так, в ходе сессии команды пройдут 3 блока и 7 заданий, по итогам которых должен получиться уникальный проект, направленный на развитие республики. При этом еще одной из задач проектной сессии является обучение командной работе и получение опыта в разработке общественных проектов. Якутяне могут бесплатно освоить новые профессии в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Прием заявок от желающих проходит на портале «Работа в России», где с начала года только по Якутску заявилось более 800 человек. Для получения новой профессии в рамках национального проекта «Демография» представлено более 600 разных профессий в сфере промышленности, строительства, транспорта, экономики, IT-технологий и не только. Обучение совершенно бесплатное на базе высших и средних учебных заведений. Гражданин после подачи заявления подходит в течение 3 рабочих дней в центр занятости, где он подавал заявку на обучение. Он предоставляет те документы для подтверждения своей категории, какую категорию он выбрал. Там он проходит профориентацию. Профориентация у нас в виде тестирования может быть и консультационная беседа. На данный момент у нас подано более 800 заявок, из них одобрено у нас 106.
13-я городская спартакиада инвалидов стартовала накануне на столичном стадионе Туймада. Состязания открыли такие дисциплины, как легкая атлетика и толкание ядра. Всего же в этом году участники будут бороться за звание лучших в 14 видах спорта. Главной особенностью этой спартакиады стало то, что соревнования будут проходить в течение всего года, вплоть до декады инвалидов в декабре месяце. Основная цель такого комплексного подхода – дать возможность спортсменам проявить себя при желании в нескольких видах спорта. Хорошо, что после карантина начались соревнования. В этом году начали с легкой атлетики. Например, я участвую на толкании ядра. Так, потом завтра у нас пойдут еще чемпионат по шашкам будет. Потом будет по настольному теннису тоже для инвалидов будет. В этом году, наверное, будет очень много соревнований. Я давно еще в соревнованиях участвую, в спартакиадах. Ездили в Сочи и так далее. Выездных тоже соревнованиях. У нас бывают и соревнования для спартакиады межулусные. Тоже по улусам ездим. Например, в этом году будет в Горном Улусе. На этом все. Хорошего дня. Доброе утро всем, кто только что к нам подключился. На очереди у нас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». И сегодня мы хотим познакомить вас с родными братьями, 16-летним Владимиром и 12-летним Сергеем. Оба мальчика имеют свои увлечения, все время проводят вместе, помогают, поддерживают друг друга. И, конечно, главное их желание – это воспитываться в семье. Знакомьтесь, родные братья Владимир и Сергей. Я занимаюсь спортом, играю в настольный теннис, играю на гитаре. Планирую учиться до 11 класса, потом поступить на юридический, на юриста. Когда отучусь, я пойду работать в органы. Сереж, а ты кем у нас станешь, когда вырастешь? Я? Да. Как Наруто. Хочу таким же стать. Какой Наруто, расскажи нам. Он добивает сам всего, ему могут помогать, он держит свои слова, и когда обещает, он выполняет. Владимир и Сережа посещают в центре кружок «Радужная мозаика». А Сережа уже и сам показывает воспитателю, как плести корзины. Вова и Сережа к нам поступили в прошлом году, летом, в июне месяце. Адаптацию они прошли быстро в детском доме. Со всеми нашли общий язык, со всеми детьми дружат. Вова у нас спортивный мальчик, участвует в разных соревнованиях. Играет в настольный теннис. Сережа у нас творческая натура. Любит что-то создавать из бумаги, разные подделки. А также он тоже спортивный мальчик. Постоянно чем-то занят, чем-то увлекаются. Без дела не ходят. Владимир и Сережа все время проводят вместе, помогая и опекая друг друга. И, конечно, им, как и всем детям, хочется жить и воспитываться в семье. Продолжаем. Любителей якутского кино в скором времени ждет премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» режиссера Михаила Лукачевского и оператора Семена Аманатова. Проект, начатый в прошлом году, недавно выиграл грант Росмолодежи. И на эти средства авторы картины планируют завершить работу. Самое сложное в проекте, по словам создателей, это танец стерхов. Его нужно сделать с помощью компьютерной графики. Впервые в истории якутского кино будет использован сурдоперевод. Фильм о доброте, заботе и любви с глубоким смыслом основан на автобиографической повести Ивана Дичковского, в народе больше известного как Кыталы Куйбан. С новой работой талантливой молодой кинематографической команды познакомилась Валерия Наумова.
Фильм по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой» был снят в августе 2021 года в Амгинском районе. Всего на съемки создатели картины потратили чуть больше месяца. В актерский состав вошли и дети. Так, исполнителю главной роли на момент съемок было 8 лет. К отбору актеров создатели картины подошли ответственно. Фактор то, что в основном у нас дети играют. И перед съемками мы 2 недели сделали такой лагерь, детский актерский лагерь. И мы отобрали из них около 10 детей, которые уже снимались в нашем кино. В основе фильма лежит история мальчика, который вернулся домой после 10 лет пребывания в больнице со сломанным позвоночником. Прикованный к кровати ребенок заново открывает для себя мир и учится жить в большой семье. Но тут случается трагедия. Маленький Ваня становится сиротой, едва успев почувствовать тепло материнской любви. Отец в попытке утешить детей рассказывает о сказочной стране, где танцуют стерхи, и что их мать превратилась в одну из этих прекрасных птиц. С этого момента у мальчика возникает мечта найти свою маму и увидеть танец стерхов. Мы мотивируем людей, детей инвалидов, да, что всегда надо стремиться к будущему, верить в себя, тогда все получится, да, об этом фильме. С помощью гранта в размере 1 200 000 рублей авторы проекта планируют завершить работу над картиной и добавить спецэффекты. Премьера фильма запланирована на новогодние каникулы 2023 года. И это время выбрано не просто так. У нас есть в Якутии поверье, кто увидит танец стерхов, тот будет счастливым человеком. Да? Хоть один раз, да, увидеть, и ты уже счастливый человек считаешься. И мы будем на Новом году показывать танец стерхов в кинотеатрах. Вот, мы будем стараться осчастливить народ и начать год с позитивного ноты, да. Стоит отметить, что картина будет сопровождаться сурдопереводом и в планах сделать тифлокомментарий. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Ну что ж, будем с нетерпением ждать премьеры фильма. Тем, кто уже в эти выходные планирует посетить кинотеатры, наша следующая рубрика расскажет, что же посмотреть в кино в эти выходные. Доброе утро! Сегодня в кинотеатре «Лена» состоится долгожданное возвращение отважного петуха То-То. Но в этот раз он появится на экранах не один, а со своими прелестными птенцами. «Крутые яйца 2» – прекрасный мультфильм для детей и взрослых о доброте, семейных ценностях, дружбе и мечтах, с понятным для всей семьи юмором и, конечно же, с захватывающими приключениями. Криминальный триллер-драма «Будь моими глазами» расскажет о незрячей девушке Софи, которую приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда девушки на спасение – приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером по видеосвязи, описывающим происходящее вокруг. Так, глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни. Фантастический триллер «Клон» перенесет зрителей в мир будущего, где люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами. Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. В 2012 году состоялся релиз первого фильма «Решала». Режиссером картины стал Роман Асхаев. Новый фильм посвящен одному из центральных персонажей – Каше, герой которого решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. От опасных людей он пускается в бега. Вернувшись в родной город, Каша попытается спасти не только себя, но и свою возлюбленную от криминального прошлого.
Также смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру фильма «4 хороших дня» с Милой Кунис и Гленн Клоуз в главных ролях. В центре сюжета наркозависимая с 10-летним стажем Молли. Она возвращается домой после долгого отсутствия. Мать соглашается пустить ее на порог только при одном условии. Они должны вместе пойти к врачу и попробовать экспериментальную прививку против зависимости. Их тандем – не что иное, как движущая сила фильма, способствующая подключению к истории. И именно актрисы, а не сценарий в каком-то смысле добавляют необходимое очертание там, где не хватает внятных диалогов. Андрей Сахаров прожил 3 жизни, в каждой из которых оставил ярчайший след. Физик-оборонщик, борец за разоружение и права человека, общественный деятель и мыслитель, трижды герой страны и Нобелевский лауреат. Это история человека, вершившего историю человечества, находясь по ту сторону окна от власть имущих. Основой фильма послужили воспоминания Бориса Альтшулера, рисунки Андрея Сахарова, ожившие в анимации Дмитрия Геллера, воспоминания друзей, редкие архивные съемки и ранее неопубликованные рассекреченные документы. Ну а на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну что ж, вот такие премьеры нас ожидают. Есть что, да, посмотреть, выбрать. Вот я для себя лично не увидел. То есть какие-то интересные идейки есть, но понимаю, что вряд ли разовьют авторы эту идею до нужного уровня. Ну а на этом мы наш эфир завершаем. Надеюсь, вам понравилось, было интересно, полезно. Ну а завтра мы вновь готовы рассказать вам много познавательного. Так, тем, у кого есть дети дошкольного возраста, будет интересно узнать, куда отправить ребенка на летний отдых. И как при этом воспользоваться кэшбэком. Также приготовим по традиции в пятницу завтрак и послушаем музыку. Все это будет завтра. До свидания, до завтра. Отличного дня!